Здравствуйте, это программа «Переведи» на канале ТНВ, и я ее ведущий Ильсур Нафиков. Сегодня в нашей студии новые игроки. Давайте знакомиться. Мен келден бері білерге ничек мен білем татар тілін. Мен татарча аз сөйлем. Біздің шәһәрдә аз сөйлелер татарча. Трамвайда татар тілін ишетергә була. Несмотря на то, что мои родители из Татарстана, Нурлатского района, сами татарский знаю не очень хорошо. Свой уровень я оценил на уровень чуть ниже среднего. Разговариваю языком я крайне редко, и то, если нахожу какого-то друга, который сам татарского происхождения, то мы счастливы пообщаться на татарском языке. Ну и, как вы поняли, наверное, мен татарша, якшет любит. Игрокам на выбор представлены две темы. После выбора темы участникам предстоит перевести 6 слов с русского языка на татарский. Каждому слову предложено 3 варианта ответа. Правильный вариант приносит игроку 2 балла. При неверном ответе происходит переход хода, и на этот же вопрос отвечает его соперник. Если он отвечает правильно, то зарабатывает 1 дополнительный балл. В конце первого тура участники отвечают на дополнительные 2 бонусных вопроса. Задача перевести слово с английского языка на татарский. Также предлагаются 3 варианта ответа. Химия и растения. Во что играем? Кто? Давайте решим, кто из вас выбирает. Молодым везде у нас дорога. Химия или растения? Давайте растения. Отлично, мы играем в тему растения вместе с Азатом. Азат, готовы? Всегда готов. Отлично. Итак, очень простой вопрос. Переведите с русского языка на татарский слово «дерево». Йофрак, томар, огач. Ахач. Огач. Принято. Это правильный ответ. Действительно, йофрак — это лист, томар — это корень, а огач — это дерево. Все очень легко. Первые баллы, здорово, Азат. Двигаемся дальше. Рашид Абай, теперь ваша очередь. Как с русского языка на татарский переводится слово «почва»? Жир, томще, туфрак. Жир. А жир это земля, туган, жир. Почва. Принято. Это неправильный ответ. Азат, есть возможность заработать дополнительные баллы. Тамще. Томще. Принято. Это неправильный ответ. Жир — это земля, туфрак — это почва, собственно, верхний слой, да, плодородный слой. А томще — это капля. Итак, двигаемся дальше. Третий вопрос, Азат, достается вам. Азат, переведите с русского языка на татарский слово «чеснок». Сарымсак, эремшек, тузганак. Сарымсак. Принято. Это правильный ответ. Абсолютно верно. Чеснок — это сарымсак, эремшек — это творог, а тузганак — это одуванчик. Двигаемся дальше. Рашид Абай, ваша очередь. Переведите с русского языка на татарский слово «тополь». Норат, ютель, тирек. Нарат это сосна. Ютель что-то... Теряк. Ютель. Принято. Ютель — это скорее... Это неправильный ответ. Азат, как с русского языка на татарский переводит слово «тополь»? Терек. Тирек. Это правильный ответ. Нарат — это сосна, абсолютно верно. Ютель — это кашель. А тирек — это тополь. Азат, играем с вами. Азат, переведите с русского языка на татарский слово «гиацинт». Зейтун, дарчин, сымбель. Ну, Зейтун, сымбель. Зайтун. Зейтун. Что-то кажется, что-то тянет. Зайтун. Зейтун. Зейтун? Зайтун. Зейтун, зейтун. Это неправильно.
Рашитабы, гиацинт это даршин или сумбель? Зейтун это оливка, дарчин это какая-то приправа, это тоже этот промелькнуло. Тогда остается сембель. Это правильный ответ. Зайтун это оливка, действительно. Даршин это корица. Вот, недавно было. Сумбель это гиацинт. Приятно осознавать, что смотрите нашу программу. Ну что ж, двигаемся дальше. Следующий вопрос, он 6-й и завершающий в этом раунде из тех 6, которые играем в рамках темы растения. Рашитабы, переведите, пожалуйста, с русского языка на татарский слово лопух. Эрикмен, афьюн, шалкан. Шалкан это репа. Эфьюн это что-то тоже такое, но не лопух. А лопуха эрикмен. Принято. Прям надо было дождаться конца раунда, чтобы Рашитабы включился в игру. Это правильный ответ. Афьюн это опиум. Да. Шалкан это репа. А вот эрикмен это действительно лопух. Абсолютно верно. Ну что ж, поздравляю вас. Закончились 6 вопросов первого тура. Но сам первый тур еще не закончился, потому что есть по одному бонусному вопросу. Итак, первый вопрос, то есть все нечетные вопросы первого раунда остаются вам назад. Итак, первый вопрос. Переведите с английского языка на татарский слово birch. Ренге, нарат, коен. Каен. Коен. Это правильный ответ. Ренге это клен. Клен по-английски будет maple. Нарат это сосна. Сосна по-английски будет pine. А коен это береза. Береза это birch. Все очень просто. Рашитабы, переведите с английского языка на татарский слово spruce. Усак, тал, черша. Черша это елка. Это явно это не елка. Иначе бы на слуху было бы у меня Новый год туда-сюда. Тал, усак. Усак тоже что-то знакомое. Но это не растение, по-моему. Вот тал. Тал, принято. Это неправильный ответ. Азат, есть возможность заработать дополнительные баллы. Spruce это Усак. усак. Принято. Усак. Это неправильный ответ. Spruce это ель. Ель это черша. Я более того скажу, все три это деревья. Усак это осина. Осина по-английски будет aspen. Тал это ива. Ива это willow. Песни еще, да? Талларым. Есть такая песня, согласен. Ну что ж, на этом первый тур нашей игры вместе с бонусами подошел к концу. По итогам первого раунда у нас следующие результаты. Рашитабы, вы в конце все-таки включились неплохо. Вы набрали 3 балла в первом туре, и это неплохо. Азат, вы впереди, 7-3, но это отставание можно легко ликвидировать. Дело в том, что стоимость вопросов во втором и финальном раундах намного выше, чем в первом раунде. Молодость есть молодость. Уважаемые телезрители, буквально через несколько секунд мы встретимся во втором туре телеигры «Переведи». Не переключайтесь, оставайтесь на канале ТНВ. Игрокам на выбор представлены 2 темы. Тему выбирает участник, набравший большее количество баллов в предыдущем раунде. После этого участникам предстоит перевести 6 слов с татарского языка на русский. Каждому слову предложены 3 варианта ответа. Правильный вариант приносит игроку 4 балла. При неверном ответе происходит переход хода, и на этот же вопрос отвечает его соперник. Если он отвечает правильно, то зарабатывает 3 дополнительных балла. В конце второго тура бонусным раундом является музыкальный тур. Каждому участнику подготовлен отрывок из известной татарской песни, где пропущено слово или строка. Также предлагаются 3 варианта ответа. Второй тур телеигры «Переведи». Добро пожаловать в студию. Традиционно 2 темы: имена и общество. Выбирай тот, у кого больше баллов по итогам предыдущего раунда. Это Азат. Надо было первый. Сложный выбор. Разве? Ну да, я бы в обществе не играл. Что сложные будут там. Давайте все-таки в имена поиграем. Давайте поиграем в имена, здорово. Итак, тема имена, играем с Азатом. В этом туре дело в том, что большинство татарских имен имеют очень интересные и глубокие значения, да, и в этом туре хотелось бы попробовать отгадать, узнать скрытые смыслы или какие-то за привычными татарскими именами, которые мы слышим
вокруг нас с вами. Итак, играем первый тур. Имена. Азат, внимание. Азат, что означает имя Ленар? А. Советская армия. Б. Российская армия. В. Ленинская армия. Ну? Ленинская армия. Принято. Да, это аббревиатура, все очень просто. Абсолютно правильный ответ. Ну что ж, Рашид Абай, что означает имя Земфира? Между прочим, имя пришло к нам из греческого языка. Алмаз, золото, сапфир. У вас нет знакомых по имени Земфира, родственников? Не было. Вот я бы спросил бы у них. Земфира, ну тогда так на слух. Сапфир. Принято. Прям хороший у вас слух, я вам скажу. Вы не композитор случайно? Это правильный ответ. Действительно, Земфир — это сапфир. Двигаемся дальше. Теперь более привычные татарские имена. Вам достается имя Нияз. Азат, Нияз — это потребность, подарок или богатство? Сейчас. Давайте. Богатство. Богатство. Принято. Как видите, я прям все ваши ответы принимаю, любые. Спасибо. Ну, в данной ситуации это неправильно. Чтобы есть возможность заработать дополнительные баллы. Ну, потребностью ребенка не будут называть. Эй, потребность. Богатство неправильно, остается подарок. Считайте, что подарок. Принимаем. Принято. Ох, вы удивитесь сейчас. Это неправильный ответ. На фарси есть такое словосочетание, когда люди говорят «нияздорам», то есть у меня есть необходимость. Нияз – это потребность, необходимость. Правильный ответ – первый. Играем дальше. Так, традиционно, 4-й вопрос. Это ваш вопрос, Рашид Абай. Что означает имя Самат, которое пришло в татарский из арабского языка? Начало, вечно живущий, чистый. Рашид Абай. Эх, Самат. У меня сосед был Самат. Сейчас же, блин, в Тюмени еще. Надо было спросить его. Самат, начало. Вечно живущий, чистый. Вечно живущий. Принято. Более того, это очень популярное имя и в арабском мире, и абсолютно правильно. Браво. Самат означает вечно живущий или вечный. Есть. Двигаемся дальше. Азат, что означает имя Ханье из арабского языка, пришедшее к нам в наш татарский язык? Красивая, светлая, великодушная. Так. Эними. Великодушная. Принято. Переживаете? Тоже не переживает, но... За него переживаю, да. Не переживайте, молодец. Это правильный ответ. Сколько помню свою бабушку, она была красивая, светлая, но особенно великодушная. Действительно, имя Хания означает великодушная. Итак, 6-й вопрос. Завершающий 6-й вопрос второго раунда. Рашид Абай, какой смысл несет в себе имя, которое пришло в татарский язык из немецкого языка? Означает оно Эмма. Что означает имя Эмма? Обаятельная, умная, влиятельная. Обаятельная, умная, влиятельная. Я даже не встречал такой. Эльмира, я обычно Эмма. Эмма. Именно Эмма, да? Угу. Эмма. Ну, теперь только на слух. Эмма. Это женское имя. Влиятельная. Влиятельная. Скорее всего. Ну, немецкая, если... Ну что ж вы прям сразу так к немцам прицепились. Ну ладно, влиятельно. Принято. Это неправильный ответ. Азат, есть возможность заработать дополнительные баллы. Эмма. Вот. Обаятельная. Обаятельная. Да. Принято. Вы подсказали. Это
Правильный ответ. Действительно, Эмма означает обаятельная. И привлекательно. Ну что ж, на этом 6 вопросов второго тура подошли к концу. Но не закончился сам второй тур, потому что он таит в себе самый интересный, наверное, по моему мнению, бонусный, сюрпризный такой раунд. Это музыкальный раунд. Вам достается песня «Жейнин аяз матур таңнарында». Слушаем. Жейнин аяз матур таңнарында, жонғара хатиділ ярларында, шық жімілді милаш яфрағында, елмаялар гүллер бұлында, құшлар сайры, яшіл қуатларда. И вот здесь сюрприз. 3 варианта ответа. Яшау рахатлеге турында, яшау матурлығы турында, яшау киряклеге турында. Второй вариант яшау матурлығы турында. Принято. Почему? По-моему, это самый лаконичный вариант, который подходит. Нет. Не знаю, как это сказать, но это просто правильный ответ. Давайте прослушаем отрывок целиком и убедимся в этом. Құшлар сайры, яшіл қуатларда, яшау матурлығы турында. Абсолютно верно. Здорово, здорово. Прям приятно с вами сегодня играть, аж сам во вкус вхожу. Двигаемся дальше. Раштабы, вам достается не менее известная песня на слова Гульшат Зайнашевой, на музыку народную. Песня называется «Иртеде гене турам». «Иртеде гене турам». Слушаем. Вариант ответа. Кугаршинымны сағынам, ак кугаршинымны сағынам, жиз кугаршинымны сағынам. По принципу большинства я предлагаю. Жизнь, третий. Жизнь кугаршинымны сағынам. То есть вы считаете, каких голубей больше? Ну, те какие-то простые, а этот что-то какой-то необыкновенный. То есть вы считаете, что жиз кугаршинымны сағынам? Так точно. Как скажете, разрешите выполнять? Это неправильный ответ. Что такое? Назад. Не Все очень просто. Кук кугаршинымны сағынам или ак кугаршинымны сағынам? Ак кугаршинымны сағынам. Принято. А вы хитрец. Но тем не менее, это неправильный ответ. Кук кугаршинымны сағынам. Голубой голубь. Классический. Ак кугаршинымны, они... А жизнь это латунь. Вот. Ну что ж, давайте прослушаем отрывок целиком, убедимся, что все мы с вами не правы. Что и так видно. Первый, второй раунд со всеми их бонусами подошли к концу. Впереди нас ждет бонусный раунд и финал, собственно. Счет у нас интересный. Раштабы, вы набрали 11 баллов за 2 тура. Азат, вы набрали 21 балл. 22 балла. 1 балл от меня лично. На самом деле. Раштабы, вы набрали 11 баллов. Азат, вы набрали 22 балла и являетесь на данный момент лидером нашей игры сегодня. Готовы играть дальше? Да, безусловно. Уважаемый телезритель, буквально через несколько секунд мы встретимся в этой студии и узнаем, кто же победит сегодня. Не переключайтесь, оставайтесь на канале ТНВ. В финальном раунде бонусный тур разыгрывается в начале игры. Участникам предлагается черный ящик «Куарат Артма», в котором подготовлены 2 предмета.
Первым выбирает тот, у кого больше баллов за предыдущие 2 тура. Задача игроков назвать предмет на татарском языке. Вариантов ответа нет. Рука там, да? Так. Ой-ой. Ты. Ну, давайте так. Вам досталась распашонка, а вам достался букет. Как по-татарски будет распашонка? Пашонка. Баланын. Рубахасы. Баланың рубахасы. Принято. Это неправильный ответ. Раштабай, 5 баллов на кону. Как по-татарски будет детская рубашка распашонка? Бәләкәй. Бәләкәйнен күлмәге. Бәләкәйнең күлмәге. Бәләкәйнең күлмәге. Принято. Это неправильный ответ. Дело в том, что на самом деле, если собрать ваши 2 ответа, аккурат получается правильный ответ. Бала күлмәге. Кыз, малай. Раштабай, очень нужно вот с этим разобраться. Букет цветов. Как называется татарский букет? Да? Цветов, да. Такого слова нет. Я подозреваю, что также будет букет. Букет. Букет цветов. Букет. Это неправильно. Азат. Держи. Спасибо. Букет цветов, да? Букет. Шешеклер — это цветы. Куб шешеклер. Придумал. Это принято. Это неправильный ответ. Дело в том, что букет цветов по-татарски будет шешек бейлеме. Букет, он же связывается. Бейлем. Игрокам на выбор представлены 2 темы. Тему выбирает участник, набравший большее количество баллов. После этого игрокам предстоит ответить на 6 вопросов. В этот раз варианты ответов не предлагаются. Правильный вариант приносит игроку 4 балла. При неверном ответе происходит переход хода, и на этот же вопрос отвечает его соперник. Если он отвечает правильно, то зарабатывает 5 дополнительных баллов. 2 темы. Прилагательные и физика. Прилагательное. Естественно. Итак, играем в тему прилагательные вместе с Азатом. Азат, готов? Переведите на татарский язык слово «красивый». Красивый. Матур. Это правильный ответ. Итак, Раштаба, переведите на татарский язык слово «чистый». Чистой. Это правильный ответ. Молодцы. Азат, переведите на татарский язык слово «легкий». Ну? Эзгенлер. Эзгене. Эзгене. Принято. Это неправильный ответ. Раштаба, есть возможность заработать дополнительных 5 баллов на этом вопросе. Так называется даже Легкий. татарстанский вертолет. Ансат. Принято. Это правильный ответ. Но еще есть, на самом деле, куда более простое общеупотребленное прилагательное, называется «жимель». Слишком просто. Жимель. Раштаба, как с русского языка на татарский переводится прилагательное «тяжелый»? Аур. Это правильный ответ. Азат, переведите на татарский язык слово «синий». Синий. Зангер. Это правильный ответ. Раштаба, переведите на татарский язык слово «зеленый». Ящель. Это правильный ответ. Это 6-й вопрос финального раунда. На этом финальный раунд и сегодняшняя игра подошла к концу. Ну что ж, чуть-чуть не хватило. Раштаба, вы по итогам сегодняшней игры набрали 28 баллов. Азат убежал вперед всего-навсего на 2 балла, и у него 30 баллов. И это был задел за 2 тура. Ну что ж, уважаемые телезрители, на этом наша сегодняшняя программа подошла к концу. Мы поздравляем победителей. Учите любимый татарский язык. Знайте его. И никогда не забывайте. С вами была программа «Переведи». Я ведущий Ильсур Нафиков. Скоро увидимся. Пока-пока.
Лилия, переведите с английского языка на татарский слово island. Кытха, утрау, елга. Island. Не знаю точно, но, наверное, предположение кытка. Кытка. Принято. Переведите с русского языка на татарский слово приток. Огам деп ойлаймын. Принято. Это неправильный ответ. Ильзам, Приток. на кону 5 баллов. Кушылдық. Я получила удовольствие. Мой лексикон обогатился знанием новых слов. Я всех приглашаю на эту передачу. Приходите, будет очень интересно.